Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке. А отсыпочка будет на такую тему. О чем вам необходимо узнать прямо сейчас, в эту самую минуту, когда вам попалось это видео в ленте рекомендаций. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть самая нужная и важная информация для вас сейчас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Двойка. Двоечка. Союз, пара. Вот есть человек, который спит и видит вас своей половинкой. Человека ведет сердечко, любовь. За человеком стоят люди. Но эти люди, они не мешают, а наоборот помогают. Есть человек в вашем окружении, который мечтает назвать вас своей любимой, либо своим любимым. Мужчина и женщина — одинаковое предсказание. Вы сейчас маетесь от того, что вы одиноки, либо от того, что не любит меня никто, мне так грустно, мне так печально, я хочу любви, я хочу, чтобы кто-то обо мне позаботился. Вы злитесь на судьбу, либо обижаетесь на мир, но даже и не представляете, что есть рядом тот, кто мечтает о вас день и ночь напролет, кто мечтает назвать вас любимой либо любимым. И этот человек уже рядом. Вот он, мост, который вас соединит. В самое ближайшее время, у кого-то часы, у кого-то дни, у кого-то недели, вам поступит предложение от того, кто вас действительно любит. Предложение может быть сразу любовного характера. Человек может вас позвать на свидание, пригласить на какое-то мероприятие, а у кого-то человек будет действовать через помощь. Да? Человек вам может предложить помощь, протянуть вам руку, и вы, я вижу, на этом судьбоносном мосту точно сойдетесь. Вы против не будете, наоборот. Вы очень этого хотите, вы очень этого ждете. И это событие уже в вашей судьбе прописано. Кстати, мои хорошие, если у вас есть неразделенная любовь, либо если ваш любимый человек где-то, прям далеко от вас, может, в другом городе, в другой стране, может, вы поссорились, то этот мост — это мост между вами, мост воссоединения, либо мост примирения. Тот, без кого вам плохо, холодно, одиноко и как-то не по себе, совсем скоро обратиться к вам с важным предложением. Допустим, человек вам скажет: а я приеду, а давай я приеду, а давай помиримся, либо а давай ты ко мне приедешь, да, я там билет куплю, все, что надо, приготовлю. Смотрите, вот этот вопрос одиночества и беспомощность, не беспомощность, а то, что вам никто не помогает, да, он закрывается. Вот он, судьбоносный мост, вы уже на него наступаете, а человек наступит через несколько дней, допустим, да. Все будет, и все будет замечательно. Знайте, что вы любимы и любимы по-настоящему. Человек не хочет вас лишиться, не хочет вас потерять, а наоборот готовится к тому, чтобы войти в вашу жизнь. Причем войти достаточно серьезно и желательно навсегда. Дальше. Кто-то из ваших родственников пытается прицелиться, чтобы попасть вам в голову. Со стороны кого-то из родственников могут быть нападки на вас, могут быть обвинения о вас, могут быть какие-то даже притеснения о вас. Родственник может быть родной по крови, а может быть и просто как пришлый родственник, да? Допустим, жена брата, либо мачеха, либо отчим, либо со стороны, допустим, двоюродных кто-то, да? Вот как-то так мне идет. Пришлый родственник. Но если родной по крови, то с этим человеком у вас давно уже какая-то вражда и недопонимание. Имейте это в виду, вам нельзя становиться жертвой. То есть вам нужно всячески отпираться, отбиваться. И чем конкретнее вы за себя постоите,
тем меньше у этого человека будет возможности вас погубить, либо взять над вами верх. Боритесь. Вот чем можете, тем боритесь. Как можете, так и боритесь. Ни в коем случае не становитесь жертвой. Не идите на поводу у человека. Не надо вот это решить конфликт любой ценой. Нет. Если человек конфликтует, значит, он вас кусает. Значит, он загрызть вас хочет. Да? Начинает с ног и закончит горлом. Поэтому нужно бороться, нужно сопротивляться и отстаивать себя. Вот это важно. И опять же показывает, что вы сильный человек, вы можете. Но вы очень добрый человек, поэтому вы можете уступить. Уступать нельзя, идти до конца. Там еще какая-то зависть мне идет. Зависть очень сильная, да, движет тем, кто будет на вас нападать. Вообще идет, что нападение вот сейчас прям готовится, разрабатывается, готовится, что-то там придумывается, кто-то подговаривается, да, чтобы помогали. Вот имейте это в виду. Будьте готовы дать сдачи и будьте готовы драться до конца. Дальше. Худая корова на ноги встает. Знаете, вот такая худая была, что не могла на ногах стоять, вот просто лежала и все. И казалось, что это конец. Корова – это обычное ваше благосостояние, ваша финансовая подоплека жизни. Худая корова на ноги встает. Говорят о том, что что-то вот исправляться будет в вашем финансовом положении, в вашем материальном положении. Месяц молодой показывают. С молодым месяцем какие-то улучшения придут, какие-то деньги придут, доходы начнут расти, финансовые проблемы начнут решаться, да, деньги, вот просто деньги придут с молодым месяцем. Посмотрите, когда у нас там новолуние, 17 либо 18, опять же, кто в какой стране живет, да, в каком уголочке мира находится, у всех по-разному может проиграться. Просто сверьтесь. И вот корова ваша на ноги будет вставать. Понятно, что она еще худенькая, да, ее нужно еще подпитывать и подпитывать, но уже как бы положено начало. И вот что-то мне подсказывает, что ваша корова за полгода прям в весе конкретно прибавит. Как трудные времена у вас практически уже позади. Практически, да, доживите до новолуния, и после новолуния вы сами все поймете, сами все почувствуете. Дальше, мои хорошие, какой-то человек морковкой подавится. Кто-то очень жадный, либо прожорливый, либо такой, знаете, под себя все гребет, подавится. Ну, либо это морковка в горле вот комом станет. Человек с какими-то последствиями, наверное, столкнется, да? Последствия жадности, непомерных аппетитов, стяжательства, да, вот с чем-то таким столкнется. Прям, может, налоговая, либо кто там обычно этим занимается. Может быть, даже какое-то рейдерство, да, либо это, что, ну, потребует, да, потребует с этого человека. И вот все, что он нахапал, набрал, нечестно нажил, да, будет этого лишаться. Вот в горле комом станет. Возможно, вы переживаете, да, и думаете, да как так, вот нету права на этого человека, все жрет и жрет, все вот подряд поджирает. И никакой управы нет на этого человека, никакого спасения нет от этого человека. Спасение уже близко, человек подавится, мне идет. Ну, со всеми вытекающими, понимаете. Дальше. Вот здесь есть люди, которые очень хорошо к вам относятся, но вы почему-то с этими людьми перестали общаться, либо редко видитесь. Эти люди, они немножечко на вас обижаются. Обижаются в плане того, что вот они не понимают, да, почему вы не хотите с ними общаться, почему не встречаетесь, почему там, ну, как они вас зовут, скорее всего, либо приглашают, а вы не идете. Если у вас есть объективная причина, лучше сказать честно, как оно есть. Иначе вы можете потерять этих хороших друзей, либо хороших, не знаю кого, сотрудников, да, либо соседей. Ну вот отношения это хорошее можете потерять. Вот, пожалуйста, поговорите, это важно, потому что у людей в головах один сплошной такой огромный вопрос, и они не понимают. Им кажется, что вы ими пренебрегаете, ну, либо даже как-то брезгуете этими людьми. Слушайте, ну у них прям совсем мысли нехорошие, и нельзя это все так оставлять. Я понимаю, что у вас есть причина, да, может быть, плохо себя чувствуете, может быть, у вас, ну, такое состояние, да, не хочется никого видеть, ни с кем говорить. Может быть, ну, какие-то мысли мрачные, да.
и вы просто не хотите на других людей перекидывать. Поговорите, объясните, как есть. Это важно, иначе вы этих людей можете потерять. Поддержку этих людей можете потерять, добрые отношения этих людей можете потерять. Ну, это плохо скажется на вас. Лучше не надо. Дальше. Здесь большая птица в клюве что-то вам принесет. В клюве. Вы знаете, если это какая-то посылка, доставка, интернет-заказ, не лишним будет сразу распаковать и проверить. Почему? Потому что может быть что-то недолжного качества, либо что-то с брачком, либо у кого-то отыграется, что, возможно, это и не то, что вы заказывали, да? Может, кто-то переполовинил, если это посылка. То есть там заявлен один список товаров, либо наличие, да, единиц, а пришло совершенно другое, либо половина пришла. Поэтому, когда вы будете получать посылки, когда вы будете получать ваши заказы, сразу же перед тем, как там поставить подпись, да, расписываться по документам, проверяйте. Проверяйте, и если что-то не так, заявляйте. Почему? Потому что если вы получили, через 3 дня открыли, уже будет очень сложно что-то доказать, и, скорее всего, так оно и останется. Да, вас просто здесь предупреждают. Дальше, мои хорошие, показывают про мужчину. Мужчина рыбак, ну, либо рыбаком вот-вот станет. Мужчина в такой экипировке рыбацкой, да, в этих огромных этих сапогах, да, прорезиненных, либо там комбинезон такой у него. У него есть удочка, у него есть сачок, у него есть сеть через плечо. Мужчина готовится действительно к рыбалке. И если, ну, в прямом смысле слова, да, возможно, ваш мужчина поедет на рыбалку, и вы должны об этом знать. Не останавливайте, пусть едет. Он поймает много вкусной, хорошей рыбы. Если ваш мужчина вообще не рыбак ни разу и далек от рыбалки, и в принципе такое, да, не очень любит, есть люди, которые не любят, то, скорее всего, мужчина, ну, буквально вот эти дни, да, подготовка к тому, что он какие-то доходы начнет получать, да, больше денег зарабатывать, какую-то удачную работу найдет, да, денежную работу. Ну, прям у него все уже есть. Осталось только до пруда добраться, либо до реки, до моря, чтобы наловить эту рыбу. И он прям такими конкретными шагами двигается в этом направлении. За мужчину не переживайте, все хорошо. Он может казаться странным, отстраненным, загадочным, да, вот как на своей волне. Он просто чувствует, что что-то произойдет, а словами выразить это не может. Но вот мне идет, что ему открывается либо путь к заработкам, либо мужчина действительно поедет в какое-то очень крутое место, где она ловит много рыбы. Да, и так можно прочитать. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы с чем-то сможете справиться. Ну, допустим, сложная задача перед вами встанет, либо какая-то большая ответственность ляжет на вас, либо даже это справиться со своими какими-то внутренними состояниями, там, страх, переживания, эмоциональный перегрев, панические атаки, надвигающаяся депрессия, да, вот вы сможете справиться. Вы очень сильный человек, вы, кстати, мало о себе знаете, на что вы способны, но я вижу, что вы справитесь. Единственное, что когда вам будут предлагать помощь извне другие люди, не отказывайтесь, да, не отказывайтесь. Многие из вас вот действительно одиночки. Человек привык всегда рассчитывать только сам на себя. Но в данном конкретном случае, чем больше будет помощи, тем вам будет и легче, и проще, и гораздо быстрее выйти из того состояния, в котором вы оказались, волей судьбы, либо волей провидения, может быть, волей каких-то там, не знаю, недоброжелателей, да, у вас получится. Вы очень сильный человек, и стержень у вас такой прям, знаете, железобетонный, там ничего с ним не сделается, наоборот, вынесет вас в любой ситуации. Дальше показывают какого-то динозавра. Динозавр такой, знаете, как этот тираннозавр, ну небольшой, конечно, что-то очень давно забытое, что-то, чем вы давно уже перестали заниматься, что уже, как знаете, пылью покрылось, да, травой поросло. Вот как будто бы опять востребовано, либо актуально, либо, знаете, как вот мода, она циклична, да, спрос, он цикличен. Вот опять станет как никогда актуальным, нужным и важным. А вы это знаете, а вы это умеете, а у вас в этом опыт есть, а вы там образование такое получили.
Смотрите, когда вы об этом узнаете, ни в коем случае не отмахивайтесь, а просто возьмите и попробуйте. Вот у кого-то прям так и отыграется, что это золотая жила, да, и она только-только лишь открывается, и вы можете вот прям хорошую такую делянку занять и много золота накопать, да, занимаясь тем, чем занимались там 10 лет назад, 20 лет назад. Да, уже рука набита, рука помнит, вот, знаете, как это делать. Какие-то заработки, либо какие-то возможности. Еще из-за каких-то событий идут резкие перемены. Но эти перемены на разных людей по-разному играют. Здесь, как знаете, весы, еще какие-то непропорциональные, как испорченные весы показаны. События, да, влияют события. События так вот с весами поступили, да, так на весы повлияли, что они очень сильно изогнулись, выгнулись. Но в любом случае для кого-то будет ночь, для кого-то будет день, для кого-то минус, для кого-то плюс. Так как они расположены с левой стороны, тут в принципе может случиться что угодно. Но единственное, что вы должны знать, вы в плюсовой зоне, в зоне дня, в зоне света, в зоне солнца. А какие-то вот даже люди, которых вы знаете, либо там что-то вместе с ними делаете, вот они в минус попадают. Потому что вы смотрите на этих людей, и с одной стороны вам страшно за них, а с другой стороны вам радостно за себя, да, то, что у вас все хорошо. Ну вот, да, возможно, так случится. Какие-то события. Дальше показан всадник. У всадника 2 флага. Всадник мчится в вашу сторону. Но мчится как-то странно, задом наперед, да? И лошадь как-то задом наперед показана, и всадник задом наперед, но мчится в вашу сторону. Тут может произойти какая-то путаница, но эта путаница, она вам выигрыш несет, да? Кто-то где-то ошибается, а вам, ну, плюсик идет, да? А вам благо идет. А как поступить, решать вам. Но я вижу, что тут как ни крути, даже если вы там честно объявите, что вот, извините, тут перепутали, люди скажут, ну ладно, перепутали, пусть так и будет. Да? Вот как-то так скажут. Какое-то необъяснимое событие на благо вам случится, 100% на благо вам. Дальше показывают переход. Переход или выход даже, может быть, у кого-то. Переход из одного состояния в другое, либо выход из текущего положения вещей. У вас как будто бы даже выбрасывает, да, вот выбрасывает, какой-то силой выбрасывает, какой-то фонтан энергии вас выбрасывает. Немножко напугаетесь, но потом, когда придете в себя, поймете, что это хорошо, для вас это хорошо. Выход будет найден, переход закончится, состояние меняется. И да, это все так резко, быстро, неожиданно, что вы, как нормальный человек, конечно, можете испугаться. Но когда придете в себя, скажете: о, так это же здорово, да, так это же замечательно. Какая-то сила прям вас выталкивает, выбрасывает вас, да, из того состояния, в котором вы находитесь. Кстати, медикаменты могут так работать. Ну и также могут какие-то события так работать, чье-то участие может так работать. Вы это потом поймете. Дальше. Я вижу, что вы на змее сидите, вернее, вы на ней катаетесь и машете радостно руками. Змеи — это люди противные, токсичные, опасные, те, кто могут навредить. Обычно это какие-то враги, недоброжелатели. Но в вашем случае вы сможете оседлать эту змею и на ней покататься. Либо это сотрудничество с врагом, либо нагнуть своего врага до такого состояния, чтобы враг на вас поработал, либо для вас, там, не знаю, послужил, что-то для вас сделал. Но вы точно будете довольны, вы будете в восторге, да, у вас тут и ручки расставлены, и змея такая вот шустрая, быстрая. Но здесь прям какой-то еще адреналин идет, такое адреналиновое состояние у вас. Может, переиграете своего врага, а может, так обведете вокруг пальца, что враг сам будет в шоке, что вот на вас работает, либо для вас что-то делает. Хороший знак. Ну и также, да, возможно, это какое-то примирение, взаимовыгодная, да, какая-то ситуация, когда
вы с врагом сходитесь, либо с недоброжелателем сходитесь для того, чтобы, ну, и вам что-то хорошее случилось, ну, и как бы и врагу вашему, да, может вообще прекратится вражда, может вы еще и там помиритесь, подружитесь и станете прям не разлей вода, у кого-то и такое может отыграться. Дальше показываю человека, усы и борода. Человек суровое лицо, но душа очень добрая, как каменное лицо, но душа ребенка. Вот как-то так показывают. И я вижу, что вы разгадаете этого человека, то есть вы поймете, что человек не каменный, что человек не такой уж суровый, каким хочет казаться, что у человека очень доброе сердце, и даже можно как-то с этим человеком взаимодействовать. Да? Возможно, какой-то перелом в отношениях с этим человеком. Там, на работе, на службе, по соседству, ну вот, может, какой-то чиновник. Да, вот такой перелом показан. Дальше вижу, что вы для себя какую-то защиту сделаете. И с этой защитой пойдете врагов пугать. Каких-то мелких людей с рогами и хвостами пойдете пугать. А они то ли не понимают, что это такое, ну, либо вы так красиво это все опишете, да, что они прям не на шутку напугаются и в рассыпную, значит, да, а вы за ними со страшным ревом. В общем, напугаете каких-то людей, причем напугаете очень вовремя, да, потому что люди явно что-то затевали, готовили. Ну, а вы то ли сможете предусмотреть эту ситуацию, ну, то ли, в принципе, так вот все у вас удачненько получится. Вовремя, да, вы придумаете себе эту защиту, ну и, да, здорово их напугаете. Все планы им разрушите, мне идет. Прям подчистую все разрушите. Все замыслы и планы, да, полетят в тартарары у этих мелких людей. Дальше. Вижу, что вы в объятиях какого-то человека по воле судьбы окажетесь. Ну, обниматься не обязательно, да, любовная тема. Может, и какая-то неожиданная встреча произойдет. Ну вот вижу, что будете обниматься. Ну так судьба решила. Судьба говорит, надо. Да? Именно в этот период твоей жизни, именно сейчас так надо. Для вас это немножко шок. Для вас это такая вот прям, ну, действительно сногсшибательная неожиданность, большая неожиданность. Но с другой стороны, ну, как бы да, вы не понимаете, в чем замысел судьбы. И, возможно, вам просто нужно будет довериться судьбе и просто посмотреть, как дальше все пойдет. Ну, а тот, кто вас обнимает, в чьи объятия вы падаете, ну, прям наслаждается этим моментом и очень этому моменту рад. Может, даже кто-то из прошлого, да, какие-то бывшие, прошлые люди. Но человек действительно, как ребенок, вам обрадуется. Вот как даже прилив счастья испытает. Ну, судьба так решила. Ну, нельзя спорить с судьбой. Судьба знает, что делает. Так, дальше. Сидеть. Вам больше не надо стоять, вы будете сидеть. Не могу сказать, что это, но вижу, что вам комфортно, вам нравится, вам приятно, и ножки ваши могут отдохнуть. А стоять на ногах – это какая-то невыгодная позиция в плане того, что, ну, и ноги устают, опять же. Не хочу никого обидеть, да, но это немножечко не ваш уровень, да, был. А теперь вы вот на чем-то мягком сидите, комфортно себя чувствуете. Кстати, у кого-то это может отыграться к карьерному росту, либо к улучшению в делах, либо к тому, что вы, возможно, действительно будете передвигаться, например, на личном транспорте, на частном транспорте, а не ходить ножками пешком. Да? Хороший знак. Дальше. Какая-то халатность раскроется, вскроется. Я какие-то извинения вижу в вашу сторону, какие-то письма с извинениями вы будете получать. Вам от этих писем ни холодно, ни жарко. Для вас важно, что халатность раскрылась, и важно, что ваш этот вопрос, да, ваша проблема все-таки решилась. Да? То, что по халатности было потеряно либо забыто, наконец-таки будет решено либо сделано. Ну и плюс какие-то вот письма с извинениями вы получаете. Так, вот здесь показаны обретение, приобретение. Что-то вы будете приобретать. При этом я вижу, что за вас кто-то платит. То есть вы заказываете, вы говорите, мне нужно то и это, а человек платит, да, рассчитывается.
Хороший момент, хороший, всем бы так, да. Ты заказываешь, за тебя платят. Ну, это очень неплохой знак. Это хороший знак, очень даже хороший, да, когда ваши покупки оплачивает кто-то. Ну, у кого там, не знаю, деньги есть, лишние, или человек вам хочет сделать приятное. Дальше. Я вижу, что кто-то будет то ли съезжать, то ли разъезжаться. Ну, допустим, вы живете в каких-то стесненных условиях, там, две семьи, например, да, родители и дети. Скорее всего, да, вы будете разъезжаться, будет хороший вариант, будет хорошее предложение, и вы прям за него схватитесь, даже несмотря на это предложение, вам просто хочется разъехаться, да, вам хочется больше свободы и меньше как бы внимания от людей, которые, ну, грубо говоря, посторонние, да. Но кто-то будет переезжать, и переезжать вы будете, опять же, может, вы не очень сильно заинтересованы в переезде, но вам такой вариант будут предлагать, что там грех отказаться. Вы скажете, ну, конечно, я перееду. И еще вот как-то показано, что если вот дети у вас есть, для ваших детей это прям, ну, лучшее, что может случиться. Ну, может, кто-то обижал ваших детей, да, когда там много людей было. Либо то место, где вы живете, для вашего ребенка неперспективное. Там, не знаю, настоящих друзей нет, либо какие-то плохие компании, либо там школа не очень, да. Когда вы переезжаете, там ваш ребенок буквально в лотерею выигрывает. Хорошая школа, хорошее окружение, настоящие добрые друзья, прям какие-то идеальные условия там, для роста, для развития, для обучения. И ребенок как в лотерею выигрывает. Ну, это те, у кого дети есть, да. Ну и для вас тоже неплохо, да, такой вариант, что вы скажете, ну нет, это нужно быть полным дураком, чтобы отказаться от такого варианта. Хороший знак на самом деле. Так, в самом венце показаны люди, у них перья в голове, ну вот как украшение, да, перья. Перо — это вообще знак легкости, знак исполнения, знак такой, знаете, беззаботной жизни, я бы даже сказала, да, когда все легко дается и легко получается. Точно показывает вас и еще нескольких людей. Вот как будто бы вы в выигрыше, вот как будто бы вы получаете за пережитое, да, какую-то компенсацию плюс награждение за то, что вы настрадались, пережили, были лишены, либо какая-то большая несправедливость произошла с вами в вашей жизни. То есть это не один человек, а несколько. Может быть, в рамках семьи, да, вот ваша семья пережила какие-то ужасные неудобства, какие-то ужасные проблемы, испытания, беды и напасти, а теперь вот у вас у всех перышки в голове, да, как украшение, ну, как знак, что все плохое позади, а все лучшее только лишь впереди. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.